Не нужно бояться. Мы должны стремиться построить свое государство для своего будущего, для своих потомков. Если мы будем бояться, мы переложим эту ответственность, и этот груз все равно ляжет на следующее поколение. Почему мы должны сегодня его скидывать с себя ради собственного комфорта и безопасности? Мы должны взять ответственность на себя и пройти этот путь для того, чтобы последующие наши поколения жили в независимом, свободном государстве. Ансар Гархо, глава политической организации «Комитет ингушской независимости», в 2005 году поступил в Ингушский государственный университет и получил образование в области юриспруденции. В рамках курса по политологии прошел обучение по специальности государствостроительства. С 2008 года активно выступает против российской оккупации, за что преследовался федеральными властями. Занимался благотворительной и гуманитарной деятельностью как на родине, так и в странах Азии и Африки. В 2020 году стал сооснователем ингушской диаспоры в Стамбуле. Руководил ею до 2022 года. В первую очередь нужно понимать, что такое Российская Федерация и каким образом она образовалась. Российская Федерация – это, можно сказать, недоколониальная держава, которая осталась недоразвалившись, как другие империи, и, соответственно, она применяет все те же самые методы, которые применяют обычные колонии. В первую очередь это насилие, и это инструмент насилия, который принуждает людей оставаться в их империи. И это самый главный фактор. Как только Россия, как держава, как мощный инструмент насилия, который порабощает народы, ослабнет, то следующим этапом будет, что национальная идентичность будет просыпаться у людей, и мы очень быстро увидим, что так называемая дружба народов – это всего лишь слова и фейк. Два фактора, которые я могу для себя отметить, это, во-первых, ослабление Российской Федерации как репрессивной машины. Второе – это фактор того, что национальное самосознание параллельно будет пробуждаться. Это не означает, что мы не должны ничего делать. Мы должны способствовать развалу и делать все возможное для этого. На самом деле спектр возможностей невелик, так как мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. Ингушетия находится в тотальной зависимости от России во всех ее аспектах. Это и пропаганда, это и, как я ранее говорил, репрессивная машина, которая подавляет любое инакомыслие. Поэтому, находясь в Ингушетии, достаточно сложно что-нибудь делать именно в социальном плане, какие-то политические, не говоря уже о политических каких-то активности проявлять. Даже социальные какие-то активности, которые не подвластны российской власти, они жестоко подавляются. Что касается нас, которые мы находимся за рубежом, естественно, мы в тесном контакте с людьми, которые находятся в Ингушетии, мы координируем некоторые действия, подсказываем, как лучше, потому что все-таки можно среди своих знакомых, среди своих близких распространять информацию, и это не только информация касаемо контрпропаганды против России. Здесь достаточно все просто. Ничего придумывать для нас не нужно. У нас есть достаточно богатая история, богатая в том плане, что огромное количество насилия мы увидели от русских, и здесь всего лишь нужно говорить правду. Ничего придумывать не приходится. На самом деле об этом неоднократно говорилось. Ситуация в плане безработицы катастрофическая в Ингушетии, это почти 26%, и это только по официальным данным. На самом деле ситуация еще хуже. Люди в Ингушетии на самом деле привыкли работать и выживать сами, не надеясь на федеральную власть. В общем, есть проблема в этом. С одной стороны, это подавляет или уменьшает требования к государству и власти, так как люди сами по себе инициативны. С другой стороны, позволяет людям не голодать и, в принципе, жить достойно, если сравнивать с другими российскими регионами. Что касается стратегии развития экономического, то говорить об этом достаточно сложно, потому что
Большинство данных, которые мы могли бы иметь по экономическому развитию, мы говорим сейчас о ресурсах, о нефти, о полезных ископаемых, это все либо засекречено, либо приведено в искаженном виде из-за тотальной коррупции. Республика не развивается, и если она не развивается, мы не можем даже ее настоящий потенциал увидеть. Но исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день, конечно же, это стратегическое расположение Ингушетии у подножия Кавказских гор. Это Дарьяльское ущелье, выход за Кавказье. Это Верхний Ларс, стратегическое расположение, которое имеет тоже для торговых путей. Также несколько магистральных линий проходят, и нефтепровод, и газопровод через территорию Ингушетии, Баку, Новороссийск, с которого, естественно, республика ничего не имеет из-за транзита. Также, конечно же, республика имеет огромный запас пресной воды, минеральных вод. Также в горах есть огромное количество полезных ископаемых. И нефть, о которой мы неоднократно говорили, что на самом деле сегодня добыча нефти в Ингушетии, она на минимуме. Хотя ее можно развить, и эта отрасль фактически уничтожена сегодняшней властью. Просто нужно понять одну вещь. Ингушетия сама по себе и вообще в целом Кавказский регион, он интересен, нужен и важен России, он ценен сам по себе, без даже каких-то полезных ископаемых. Нужно понимать, это периферия. Это стратегическое расположение Кавказа является, если бы даже это была бы пустыня без никаких каких-либо ресурсов, Россия все равно ее не отпустила бы, потому что она сама по себе, эта территория, является значимой и важной для России. Это нужно понимать, что Кавказ, он сам по себе богат своим географическим расположением. В первую очередь, естественно, это наши соседи, потому что есть выход в сторону Каспия, также есть выход, как я сказал до этого, Дарьяльское ущелье, это конкретно Верхний Ларс, через который проходит огромное количество, даже на сегодняшний день, товаров, хотя у России есть и другие, и в Новороссийске порты, и в других местах есть КПП, где они могут, таможенные пункты. И тем не менее Верхний Ларс очень даже задействован и имеет важное значение. Если Кавказ, или когда Кавказ отделится от России, это подобные места, через которые проходят товары, они автоматически станут хабами. Хабами для распределения продовольствия и остальных товаров, которые будут поступать за Кавказье. Поэтому, конечно же, мы готовы и должны быть открыты для любых рынков, кому мы интересны. Но в первую очередь это наши соседи, естественно. Для начала, чтобы понять, почему родные языки вообще изучались в Кавказских республиках или вообще в национальных республиках, нужно понимать, что в начале образования сегодняшней России стратегически было выгодно приобщиться к международным институтам власти. И, соответственно, в рамках этих договоров они были обязаны обеспечить коренным народам изучение их родных языков. После того, как Россия вышла из всех международных договоров, естественно, нужда в исполнении этого закона, который и до этого, конечно же, исполнялся спустя рукава или вообще не был отдан на, скажем, тем, кто на местах находится, и они абсолютно далеки от того, чтобы внедрять родной язык. И более того, люди, которые приобщают себя к российской власти из числа национальных меньшинств, так называемых, они, можно сказать, в большей степени манкуртизировались и считают, что их родной язык – это что-то вроде отсталого, что-то ненужное, это фольклор, и даже его изучение не считают важным. Поэтому, конечно же, национальные языки вымирали и вымирают по сегодняшний день. На сегодняшний день ситуация в Ингушетии, если мы конкретно берем, то об этом неоднократно говорилось, что язык на самом деле принял больше в характер общения между людьми. Никакого значения в государственном плане, а, как мы знаем, Ингушетия, она
считается государством в составе Российской Федерации, никакого государственного значения язык не имеет. Весь документооборот и все, что связано с этим, естественно, происходит на русском языке. В школах родной язык изучается факультативно, так же, как изучается, допустим, английский и любой другой иностранный язык. То есть все предметы преподаются на русском языке. Естественно, в этой ситуации язык не может не вымереть, в том плане, что он не развивается, не вводятся новые термины, новые слова не появляются, и язык остается на уровне бытового общения. Это то, что мы видим. Многие, даже среди ингушей есть люди, которые говорят, но это наша вина, мы сами виноваты в этом, потому что мы сами не развиваем, мы сами не говорим, мы сами не внедряем. На самом деле это работает не так. Язык – это основа государства. И любое государство, оно обязано внедрять, в правильном понимании этого слова, свой родной язык. И все документы, и основным языком изучения должен быть их родной язык. Это функция и обязанность любого государства. Так как у нас государства нет, естественно, люди, которые находятся в Кремле, абсолютно не интересованы, чтобы национальные республики разговаривали на своем языке, на своем родном языке. И им более важно, естественно, чтобы все забыли свой язык и разговаривали на русском. Это элементарно. И это ситуация, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. На самом деле очень важно отметить, что последние годы, последние несколько лет в Ингушетии начались открываться какие-то школы, естественно, они частные, по изучению ингушского языка. Также начали писаться какие-то книги, брошюры, более активно начали блогеры появляться на родном языке, исправляя ошибки в родном языке, где слова уже начинают трансформироваться. И даже слова, которые имеют место быть в ингушском языке, они подменяются ровно такими же словами на русском языке, которые употребляются в обиходе. Поэтому тенденция очень позитивная, наблюдается. Конечно, этого недостаточно, как я сказал до этого, это не на государственном уровне, но тенденция наблюдается в правильном направлении. Также, кто находится за рубежом, мы пытаемся взаимодействовать с местными диаспорами в разных странах и способствовать тому, чтобы на местах открывались какие-то новые школы или кружки по изучению родного языка. Ситуация не новая. Достаточно большая практика мировая существует по становлению новых государств. Если мы взглянем на эту практику, мы можем увидеть и позитивные, и негативные моменты. Благо, кавказские народы, они все мусульмане, и между собой имеют очень тесные связи. Это во многом исключает какие-то междоусобные стычки, которых и раньше, до прихода России, их было минимальное количество, если было, то на каком-то бытовом уровне, то и сейчас тоже эта тенденция наблюдается в позитивную сторону. Если говорить конкретно о Ингушетии, это, естественно, мононациональная республика, и в ней договориться между собой, конечно, намного легче. Если мы говорим о переходе правительства, то как такового правительства в Ингушетии нет. Это наместники, которые сами по себе ничего из себя не представляют. Это люди, которые сбегут в первую очередь, как только что-то случится с федеральной властью. Поэтому вся власть, конечно же, останется в руках тех, которые фактически все это время находились в оппозиции к власти. В оппозиции власти так или иначе, не в прямом смысле, но не ассоциировали себя с этой властью. И именно поэтому вытекает следующий фактор, что люстрация, она, естественно, должна происходить. Однако же, если кадры, которые занимались какими-то социальными проектами или там работали на благо людей, и такие есть, естественно, патриоты, которые работают просто на благо людей и, в принципе, понимают порочность этой власти, такие люди, такие специалисты, они, естественно, могут оставаться на местах, как и в других странах это происходило. Что касается силового блока, естественно, этот силовой блок полностью погряз в крови даже на данный момент. Если мы, не забегая вперед, что может произойти, когда начнется какая-то революция или люди начнут требовать свои права, насилие может, конечно же, усугубиться и усилиться. Но даже при сегодняшней ситуации силовой блок полностью должен быть люстрирован и не допущен, а те, которые реально совершили преступление, должны быть наказаны. Это то, о чем мы думаем.
Если мы говорим глобально о международных контактах, здесь ситуация на самом деле очень сложная. Вопрос в том, возвращаясь к самому первому нашему вопросу, когда Россия сильна, и ее репрессивный аппарат, он силен не только внутри, но и снаружи, естественно, большинство государств не хотят вступать с Россией в открытую конфронтацию. Именно поэтому их поддержка и помощь государств, она является минимальной. Так как сегодня Украина находится в прямой военной конфронтации с Россией, естественно, для них легче, и они могут себе позволить такую роскошь, как противостоять России не только с военной точки зрения, но и с политической. Именно поэтому украинское государство признало право ингушей на собственное государство, также признало геноцид 1944 года и этническую чистку, которая была совершена над ингушским народом совместно с осетинами в 1992 году. Это, конечно же, важно. Это и символизм, и показывает, что Украина свое отношение к порабощенным, так называемым порабощенным, покоренным народам, находящимся в оккупации. И возвращаясь к вопросу о международной поддержке. На самом деле, как таковой, какой-то поддержки мы не ощущаем. И говорить о ней, наверное, все-таки рано, потому что большинство и европейских, и западных политиков, как мы видим, не видят развал России возможным. И даже те, кто видят, не понимают, каким образом это должно происходить. Поэтому мы, естественно, пытаемся донести всему миру свою точку зрения и показать, что мы отдельный независимый народ со своей собственной историей, который никакого отношения к русским не имеет ни с культурной стороны, ни с религиозной, ни с языковой. У нас нет ничего общего с этими людьми. И мы пытаемся донести это до всех, кто может нас услышать. Идея независимости, естественно, она в крови у ингушского и в целом у кавказского народа. Да и любого народа в этом мире. И независимость – это базовая ценность. И мы сегодня видим, как народы во все времена стремились к независимости и своему суверенитету. То есть вершить сами свою судьбу. Это базовая ценность, как я сказал, любого народа. Естественно, как и любому народу, нам, ингушам, не чужды эти позывы к свободе. И если говорим конкретно о народе самом, здесь нужно понимать, что народ достаточно долго находился в оккупации. И выросло целое поколение, которое фактически не знает, что такое независимость в государственных масштабах. То есть свобода индивидуальная, если мы говорим о индивидуальной свободе, да, любой кавказец говорит, я свободен, над своей головой я никого не вижу, как есть изречение, кроме папахи. Но если мы говорим о масштабах государства, то свобода, конечно же, многим непонятно, что это такое, что значит независимое, суверенное государство. И наша задача, конечно, доносить до людей в рамках именно политических, что такое государство, для чего оно нужно и что оно дает в перспективе. Вот это то, чем мы занимаемся. Если говорить в целом о Северном Кавказе, я рассматриваю его как единый организм. Конечно же, было бы правильнее и намного мощнее с точки зрения политического образования иметь единое кавказское государство, если это возможно. Если это не представляется возможным на данном этапе, это могло бы быть в виде союза, конфедерации, назовем это как угодно. Это может быть военно-политический союз, в том числе и экономический, естественно, потому что это единый организм Кавказ. То есть мы считаем, что Кавказ должен быть как минимум тесно связан между собой военно-политическими связями и экономическими в том числе. Это даже не аргумент, это российский нарратив. Если мы взглянем на историю развала Советского Союза, то мы увидим, что все конфликты, которые разгорелись в так называемых национальных республиках, в них так или иначе мы видим руку Москвы. То есть сами по себе люди, которые отделились, либо просто мирно создали свои государства, либо они их, или среди них Москва использовала своих сателлитов для разжигания межнациональных конфликтов, так называемых. Это у них очень плохо получалось, но и тем не менее какое-то время
мы видели и в Карабахе, и в других местах, то они достаточно успешно отделились и очень быстро создали свои государства. Никаких междоусобных войн мы не увидели, которые продолжались годами. А что касается Чечни, то мы увидели, что произошло. Это не чеченцы между собой воевали, а их бомбили русские. То же самое произойдет, мне кажется, и сейчас. Никаких предпосылок для каких-то войн или междоусобиц мы не наблюдаем. Мы достаточно мирно существовали веками на этой территории. Считаю, что дальше тоже мы способны на это. Скорее всего, к этому придет, потому что отделившиеся государства от России, так или иначе, они будут вынуждены взаимодействовать между собой, так как мы в мировой политике наблюдаем тенденцию безразличия, к сожалению. И мне кажется, что отделившиеся республики или страны, им придется между собой создать какой-то военно-политический или просто военный альянс для защиты себя от будущих возможных агрессий со стороны России. Может быть, в этом альянсе так или иначе могут участвовать и Украина, и другие государства, которые подвержены частым атакам со стороны России. Было бы, конечно, лучше всего, чтобы Россия навсегда получила бы военный крах, и они все-таки научились бы жить и дружить с остальным миром. Но, к сожалению, таких тенденций мы не наблюдаем. Если мы выбираем между свободой и благополучием, это изначально неправильный выбор. Свобода – это не комфорт, это не прерогатива, это обязанность быть свободным и управлять своей жизнью самому. Если мы говорим в масштабах государства, мы понимаем, что если все пойдет так же, как и сейчас, то мы рискуем быть ассимилированными. Так же, как мы наблюдаем регионы, которые практически забыли свой язык, и большая часть их населения уже сами русские. То есть мы рискуем быть в этой же ситуации, как и те, кто потерял свою культурную и национальную идентичность. Кроме того, мы постоянно будем втянуты, использованы, как и наши ресурсы, в том числе и биологический ресурс, то есть человеческие души, будут использованы в бесконечных колониальных войнах России, в бесконечных авантюрах, которых мы наблюдаем. И это судьба любого покоренного народа. Поэтому выбирать, если между благополучием и свободой, конечно же, это неправильно. И главное, чтобы мы были свободны и управляли своей жизнью сами. Вот что можно предложить. Люди умирают за свободу. Изначально, с самого начала создания нашей организации, наша основная цель – это заложить фундамент для предстоящего будущего ингушского государства. И мы делаем все возможное для этого. И на международном уровне пытаемся представить ингушей, часть ингушей, стремящихся к независимости. Также и внутри Ингушетии мы популяризируем и рассказываем о том, что необходимо в момент развала Российской Федерации, а это случается достаточно часто, если взять историю, срез истории 60-70 лет, это достаточно небольшой промежуток времени. И также мы видим, что приближается новый исторический этап развала России. К этому этапу нам нужно быть готовыми, и это к чему мы готовим своих людей. Мы работаем над тем, чтобы и весь мир понимал, что ингуши стремятся к независимости, и сами ингуши внутри своего общества понимали и больше говорили об этом. То есть эта идея была популярна, и в нужное время не появились те самые прагматичные, в кавычках, люди, которые начинают говорить, что мы пропадем без России, нам нужно быть с ними. И как было в 90-е, в начале 90-х годов, как мы знаем, была часть ингушей, которая считала, что без русских мы не проживем. И, к сожалению, это мнение в какой-то момент стало доминантным. Теперь нам нельзя повторять этих же ошибок, и мы работаем над этим.